Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Надежда Стаханская. Здравствуйте. В Якутске прошел 10-й сезон всероссийского конкурса «Моя профессия IT». За 10 лет конкурс стал одним из ключевых инструментов профориентации в области цифровых компетенций. В прошлом году конкурс «Моя профессия IT» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вот об эволюции конкурса за это время мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Петр Николаев, министр инноваций, цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Республики Саха. Петр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. За 10 лет прошло очень много всего. Как бы вы охарактеризовали конкурс «Моя профессия IT» вот за прошедшую декаду? Да, действительно, конкурсу 10 лет. В 2016 году мы провели первый конкурс. Кстати, я там тоже участвовал, не в качестве министра, а специалиста Министерства связи, тогда еще называлось. Это был маленький конкурс, это была маленькая инициатива, но с большими планами. Мы с группой энтузиастов организовали данный конкурс. Участников было немного, 62 участника всего. В режиме хакатона мы провели тоже такие, так скажем, командные, соревновательные мероприятия среди школьников, студентов. Вот. И, конечно же, на сегодняшний день конкурс он стал масштабным, всероссийским, с большим охватом. Многие регионы участвуют в российском этапе, а многие муниципалитеты у нас уже подключаются. То есть охват такой уже широкий. И за 10 лет более 40 тысяч участников приняло участие в соревнованиях в этом мероприятии. По завершению очередного этапа какие итоги можно подвести? Итоги мы подводим такие, что конкурс будет однозначно продолжаться, тиражироваться по стране в целом. Также мы хотим, чтобы данный конкурс он вошел в линейку, так скажем, президентской программы «Россия – страна возможностей». Это нам даст дополнительный импульс развития на федеральном уровне, поддержку, привлечение дополнительных экспертов, площадок, образовательных организаций, да, то есть ребят со всей страны, которые смогут полномасштабно, полновесно участвовать в данном мероприятии, в конкурсе, получается. И, конечно же, мы не забываем о своих районах, хотим, чтобы все районы полностью активно участвовали. Мы видим большую перспективу профориентации детей наших, да, чтобы они выбирали и IT-профессию, креативной индустрии, да, то есть технологическое предпринимательство. То есть мы делаем на это большую ставку. Вот, кстати, о расширении географии участников. С 62 человек в 2016 году до всероссийского уровня сейчас. Чувствуется ли гораздо больше груз ответственности, чем тогда? Конечно, когда в 2016 году мы организовывали данный конкурс, ну, это было не то, что было достаточно просто организовать, интересно. Сейчас же, конечно же, другие стандарты в организационном смысле. Очень много экспертов привлекается. Сама команда конкурса, организаторов и экспертов, те, кто помогает его делать, это, конечно, громадная работа, колоссальная работа и с экспертизой, и с самими заданиями, с ребятами. Это и логистика, и подготовка самих локаций, оборудования, техники. То есть это, конечно, уже серьезная, колоссальная работа. Ну вот о работе, о заданиях как-то изменился, наверное, формат. Что-то новое Да, появилось. мы сейчас очень активно привлекаем технологических наших партнеров. Благодарю вот и компанию ПАО «Сбербанк», Алроса, Ростелеком, наши резиденты Кириллит Геймс, да, они были, так скажем, и спонсорами выступили, и поставщиками задач. То есть они ставили конкретные кейсы для ребят, чтобы приблизить, так скажем, боевым условиям. Да, то есть конкретно на рынке что-то требуется. Ну, к примеру, по Алроса было задание для ребят по созданию корпоративной системы по обучению сотрудников. То есть ребята за 3 дня должны были создать прототип такой системы. По Сбербанку поставилась задача создания агента искусственного интеллекта по прогнозированию развития сотрудников. Вот, по Кириллит Геймс, это гейм-индустрия, ребята должны были сделать прототип хоррор-игры, то есть ужастика получается, да, и я думаю, что это ребятам сейчас было интересно провести. Ну а по Ростелекому была задача по сервисам и кейсам умного дома, то есть это направление у Ростелекома достаточно сильное.
Вот, и, конечно же, они в этой направлении поставили им задачи. То есть эти задачи, которые они сделали, сервисы, да, в будущем могут, в принципе, применяться и то есть в самом, так скажем, в бизнесе, в производстве, то есть получить какое-то продолжение этой истории. Это не всегда так, конечно, но кто-то выстреливает, какой-то кейс конкретно может выстрелить в будущем. Мгм. Ну, с кейсами для больших компаний понятно. Вот есть какие-то кейсы или проекты, которые вы бы отметили, ну, например, как социально значимые? Социально значимый, ну да, вот у нас вот и поддержка и государственных услуг и сервисов, да, ребята тоже в эту сторону думали для граждан, вот тоже у нас такие задачи у нас были. Мгм. Мгм. А можно ли говорить, что конкурс «Моя профессия IT» формирует вот полноценную такую IT-экосистему региона? Да, это, конечно же, полновесная система, которая дает возможность ребятам, конечно же, в первую очередь профориентацию, то есть посмотреть, пощупать саму профессию. Ну, возможно, это не его, вот, и на ранних стадиях как бы понять, по какому пути идти, поработать вместе в команде, да, то есть что такое команда разработки, какую роль на себя примерить, либо ты программист, дизайнер, менеджер, вот, и в будущем, конечно же, и по итогам сегодняшнего 10-го юбилейного конкурса ребята получили, так скажем, офферы, приглашения на работу от компании «Вата», да, вот тоже IT-разработчики, то есть их уже, получается, на этапе самого конкурса, ну там ребята и студенты были, и уже привлекают их на работу. То есть можно сказать, что от конкурса, от работы в команде и уже можно трудоустроиться. То есть такая некая цепочка действий, которая может ребят привести ну, в хорошие рабочие места, либо какую-то, возможно, в будущем создать свои IT-компании, которые могли бы создавать интересные сервисы и услуги. Мгм. А примеры успешных выпускников у нас сейчас уже есть? Да, у нас есть примеры успешных выпускников. Вот, за 10 лет, конечно, много ребят прошло. Вот, пример, я могу сказать, что Юрий Зарубин — это победитель конкурса «Моя профессия IT» 18 года, извиняюсь, привлек более 60 миллионов рублей свои стартапы. Вадим Быков, победитель 23 года, ведущий аналитик МТС Digital. Максим Михайлов — это основатель и генеральный директор ООО «Смартом», это резидент IT-парка. Ну и Августина Семеновна, лучший дизайнер конкурса «Моя профессия IT» 23 года. Она сейчас педагог в IT-школе Expo Skills и одна из создателей мультсериала «Ичигес Кулунчуктар». Да, вот в целом оценка проектов, она такая достаточно серьезная, более 2 миллионов рублей. То есть и в разных компаниях, не обязательно руководители, ну, в IT-секторе, в креативных индустриях наши ребята, участники конкурсов, где-то они закрепляются, где-то работают. Мгм. А какие, может быть, профессиональные навыки развиваются, когда ребята участвуют в таком конкурсе? Ну, первое — это, конечно же, командная работа, командная разработка, это управление проектами, IT-проектом, презентация своих решений, то есть надо же уметь преподнести, рассказать о своем проекте коротко и понятно, и опыт, который вот, взаимодействие с компаниями, с менторами, ну и, конечно же, обратную связь они могут получить по своим компетенциям, да, от тех экспертов, которые участвуют в самом конкурсе. Мгм. Какие планы у конкурса на будущее? Еще, может быть, пару раз по 10 лет? Да, я думаю, мы на этом не остановимся. Будем 20-й юбилей встречать. Наши коллеги, я думаю, продолжат эту работу. И, возможно, это буду и уже и не я. Вот, да. Но мы хотим, чтобы эта инициатива жила. Я думаю, он такой народный конкурс, он всем нравится, идет от души, от ребят, от экспертов, от команды. Поэтому мы хотим, чтобы он развивался и выходил на всероссийский уровень и масштабировался на всю страну. И привлекали мы ребят от Калининграда до Владивостока, чтобы к нам приезжали в гости и создавали свои новые продукты. Как специалист в сфере инфокоммуникационных технологий не могу у вас не спросить, вот если, например, с какими-то олимпиадами по гуманитарным направлениям там все понятно, да, сопоставьте дату, историческое событие или, возможно, что хотел сказать автор, что нового появляется в IT, какие тренды сейчас? Ну, однозначно основной ключевой тренд — это искусственный интеллект, его, так скажем, разновидности. Это есть и были и языковые модели, сейчас генеративный интеллект пошел, физический интеллект.
искусственный интеллект, а генский ИИ, да, то есть все в эту сторону смотрят, и наша тоже команда, и вся страна тоже в это движется. Я думаю, это очень перспективная история, и она очень сильно меняет технологический рынок, вообще уклад, так скажем, да, вот, потому что это сильно меняет и производственные циклы, саму процедуру, вообще в целом работу, так скажем, с технологиями. Поэтому я думаю, молодым ребятам стоит посмотреть в эту сторону и использовать активно искусственный интеллект, научиться с ним работать в будущем. Я уверен, что в будущем молодые ребята, кто не знает искусственный интеллект, он уже как бы будет неконкурентоспособен на рынке труда, получается. Поэтому это уже веяние времени, так скажем, эволюционное наше будущее развитие. Хорошо, еще один вопрос. Если раньше все думали о том, что вот мы не верим в биткоин и криптовалюту, или, например, невозможно было вообразить, что искусственный интеллект вполне может генерировать такие видео, которые можно принять за чистую монету, что сейчас есть такое, что может вызвать насмешку или улыбку, но вполне в ближайшем будущем это станет новым трендом в IT-технологиях? Ну, наверное, тоже вот это связано с искусственным интеллектом. Вот недавно вот сравнивали видео, созданное искусственным интеллектом 2-3 года назад, и сейчас его уже не отличить от оригинала, получается. Ну и у этой истории, конечно, есть оборотная сторона. Вот, да, то есть это становится достаточно с точки зрения этики и с точки зрения вообще безопасности достаточно таким спорным моментом. Поэтому здесь надо внимательно подойти и все-таки регулировать эту историю. Я считаю, и на государственном уровне использование искусственного интеллекта. Здесь бы я хотел тоже, ну не то чтобы предостеречь, а быть внимательным в этой истории. Технологии — это хорошо, но надо забывать, так скажем, про обратную сторону технологического развития. То есть междисциплинарный подход мы не забываем. Все-таки что-то человеческое должно Обязательно. в программистике Обязательно. оставаться. Человек, он всегда будет. Вот. И искусственный интеллект, он никогда не заменит человека. Этого тоже не стоит бояться. Просто он изменит наш немножко уклад жизни, мы немножко станем по-другому работать, может быть, где-то меньше, больше уделять времени семье, своему личностному развитию, да, ну, там, не знаю, отдыху и так далее. То есть все-таки я считаю, что искусственный интеллект, он призван помогать людям, делать жизнь проще, лучше, эффективнее, вот, и, конечно же, помогать экономикам стран мира и, конечно же, нашей стране, Российской Федерации. Ну, самое главное, чтобы не было восстания машин. Петр Васильевич, большое спасибо, что нашли для нас сегодня время, ответили на волнующие нас вопросы. По возможности приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.